Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 31 мая 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. Скажите, как меня видно и как меня слышно. Потому что у меня на экране опять что-то мигает. Так, все отлично, я так думаю. Все. Такс. Слышно, видно хорошо. Файтер Израиль. Приветствую вас всех, господа и дамы. Всем рад. Сергей Цебро. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, из Украины, города Мариуполь. Ва алейкум ассалам, Сергей. Чеченцев с командиром батальона шейха Мансурова никуда не передадут. Дмитрий Ярош сообщил ведь. Алейкум салам, Сергей, спасибо большое. Я читал, вывешивал эту информацию у себя на канале про то, что Дмитрий Ярош сказал, что даже если необходимо, он применит силу. Честь и хвала украинским патриотам. Вас мы верим, вас мы уважаем, и вашу борьбу мы поддерживаем. Мы очень надеемся, к большому сожалению, Дмитрий Ярош не является президентом Украины, и мы, конечно, бы не хотели бы, чтобы что-то произошло из-за нас, да, мы очень этого не хотели бы. Этого не хотел бы Муслим Чуберлоевский, это не хотел бы никто. Поэтому в этом плане, конечно же, огромное всем спасибо, но опять же речь идет о том, что вот законно избранный президент подписал указ, который включил санкции нескольких человек. Муслим сегодня сообщил, и вчера я даже видел, и сегодня я смотрел его пресс-конференцию, где он сообщает, что он не включен в санкционный список, но несмотря на то, что сам Муслим не включен, ни его бойцы включены. И об этом надо поговорить. И мы должны в этом вопросе этот вопрос поднять на повестку дня. В Украине я наблюдаю, что украинцы об этом практически не говорят. Да, бойцы, да, патриоты об этом говорят, но как бы на этом как бы все. И, конечно же, очень хорошо, что их не передадут, и это, опять же, заслуга украинских патриотов. В первую очередь, если бы вы молчали бы, то, конечно же, по-другому говорили бы и с батальоном, и со всеми. Да, если бы вы молчали бы, и у вас давно была бы Россия. И мы знаем, как к нам относится Россия. Несмотря на это, мы должны всячески этот вопрос поднять, говорить, обсуждать. Когда приехали наши бойцы туда, первое, что заявил чеченский батальон, что в политику они не вмешиваются. И даже когда нами, уважаемые наши дорогие братья грузины и Саакашвили, возникли трения какие-то с властью, да, с Порошенко. Помните, Порошенко одевал мешки на голову защитникам Украины и отправлял их в Грузию. Ну, слава богу, в Грузии им ничего не грозит. Саакашвили тоже лишили паспорта, не разрешили ему вернуться в Украину. И тогда был выдан Тимур Тумгоев. И вот эта вся ситуация, когда наши бойцы чеченских батальонов сказали, что они не участвуют в политике, с одной стороны, конечно же, это очень мудрое и правильное решение. Это решение выстрадано многими
испытаниями, которые выпали на долю чеченцев. Потому что и в Абхазии нас предали, и в других местах, куда только приезжали, и в Сирии, я вам скажу, тоже нас предали. Даже после гибели мужей, отцов, женщины и дети, сироты чеченцев продаются на рынке в Сирии, и никакие сирийские правозащитные организации или какое-то сирийское там общество по этому поводу ничего не заявляет и не делает, к большому сожалению. И был большой такой печальный опыт общения с иностранцами, за которых мы заступались. И именно поэтому было так сказано. Это с одной стороны. С другой стороны, не участвовать вообще, вот я о грузинах сказал именно потому, что тогда даже за грузин сказали, что извините, у нас такая позиция. Но теперь уже будут отправлять не в безопасную Грузию, а в лапы ФСБ будут отдавать. Как отдали Тумгоева, которому дали 18 лет, и никто не понес за это ответственность. Никто не был наказан. Евгений Енин, который был зампрокурора Украины, генерального прокурора Украины, был переведен и сейчас занимает должность замминистра иностранных дел, участвует в процессе по сбитому Боингу над Донецком, что это очень опасно и для тайны следствия, для тайны судебного следствия, судебного разбирательства, так как Евгению Енину нет никакого доверия, раз они продали за $30 000. Была такая информация, ее подтвердил Муслим Чеберлоевский. Этот человек идейно предал защитников Украины или за деньги предал, не имеет значения. Но сейчас Евгений Енин и бывший прокурор Луценко на свободе, и никто их не привлекает к ответственности. Они не посылают передачи Тимуру Тумгоеву, они не поддерживают, посольство Украины не поддерживает контакт с родственниками и с самим Тимуром Тумгоевым. Но такая ситуация. Наше мнение, мое мнение, я за всех говорить не могу. Я сам выехал в Европу с Москвы, оставил свою прежнюю жизнь в связи с тем, что началась война против Украины. И я подумал, что я смогу быть полезным за территорией России, смогу как-то поддержать своих украинских друзей, братьев. И оказался тут, поэтому буду говорить только за себя. К батальону я не имею никакого отношения. Общаюсь, дружу с некоторыми людьми из батальона, но никакого отношения не имею. И я также отношусь хорошо к украинцам, патриотам, несмотря на то, что вот сейчас вот этот инцидент произошел, несмотря на то, что выдали Тимура Тумгоева, выдали еще одного бойца, которого выдали в Молдову, а Молдова выдала России. Ну, то же самое получается, да, просто как бы завуалированно выдали России. Более того, выдаются еще другие чеченцы украинской властью. Это за период войны. Несмотря до войны, Украина с СБУ вела себя чисто как русские, как ФСБ. Я сам на себе это испытал, когда приезжал в Украину. Пограничники, как меня там допрашивали, останавливали и разворачивали, не пускали. Хотя я был адвокатом, хотя я был прописан в Москве. Несмотря на это,
только лишь из-за того, что я чеченец, меня и одну девочку, 18-17-летнюю, которую посадили в Москве на поезд родственники, и в Киеве должна была встречать мама или тетя. Ее тоже сняли с поезда, и нас держали в этом пограничном пункте Конотопе, вымогали деньги. Вынудили меня заплатить взятку, но не за меня, за девушку, за эту девочку, которой разрешили дальше проследовать, а мне не разрешили. Несмотря на то, что я как бы ни в каких списках не числился и вроде бы как легально проживал в Москве, работал адвокатом и так далее, и так далее. Эту ситуацию я считаю, вот не говорить о политике, то, что позицию занял батальон имени шейха Мансура и имени Джохара Дудаева, вообще все чеченцы, которые приехали помогать украинцам, эта позиция, она мудрая, она достойна уважения, но я вижу, что все-таки не лезть в политику, да, но говорить о себе и стать публичной фигурой, это, конечно же, граничит с политикой. И Муслим Чеберлоевский, и все чеченцы, которые там находятся, вынуждены будут теперь стать публичными фигурами. В первую очередь Муслим Чеберлоевский уже стал публичной фигурой, давно уже ею стал публичной фигурой. Но будем дальше наблюдать, как они себя там будут вести, будем смотреть. И будем дальше освещать. Еще раз хочу сказать украинцам, патриотам, которые борются за свою свободу, борются с оружием в руках, словом, делом. Мы всех вас уважаем, мы всех вас поддерживаем и будем поддерживать. Война у вас не закончилась. И до тех пор, пока или вы, или они не проиграют, точнее, пока мы и они, или они не проиграют, до тех пор война у вас не закончится. Вот с этими иллюзиями, у кого они есть, давным-давно уже пора распрощаться. Давайте почитаю ваши комментарии и будем обсуждать вот эту тему. Говорите, что вы думаете по этому поводу. И там посмотрим. Так, Олег Суслик, раб Аллаха, дякую тебе, приємно бачити. Чорний гейбой, хозяин танки Исаак Шмуэль мне Так, Магомед Джамбеков, тем чеченцам, которого выдавливают из Украины, обязательно предложат убить меня и деньги пообещали и освободить кого угодно. Проявите твердость. Асна, шалом тебе из-за Атлантики. Шалом, Исаак Шмулевич, приветствую тебя. У тебя мама еврейка, да, ты говоришь, Исаак Шмулевич, а папа чеченец. Убойная смесь, я скажу в тебе. Виталий Ананьев. Я только зашел, в смысле Украина предала. Вы можете, Виталий, перемотать чуть-чуть назад и услышать, что я сказал. Да и по заголовку видно. Так. Давайте задавайте ваши вопросы и комментарии. Пока вы собираетесь мыслями, я постараюсь рассказать ситуацию, которая сейчас происходит вокруг батальона. РНБО или СНБО, как это называется, внес список на подпись, положил на стол президенту Украины Владимиру Зеленскому список преступников, которые нежелательны для Украины. В этот список попали некоторые представители батальона имени шейха Мансура.
Сейчас, когда уже началось это разбирательство, никто не берет на себя ответственность, кто внес список чеченцев. Никто. Об этом в сегодняшней пресс-конференции рассказали депутаты украинские, бойцы украинские, командиры, которые присутствовали на пресс-конференции. И пока неизвестно, не говорят, кто внес этот список. Но я могу сказать одно, что это спланированная провокация, специально сделанная провокация, для того, чтобы убрать чеченцев с Украины. Некоторые пишут, что да, надо уйти, оставить Украину, так как раз уже выдали Тумгоева, выдали еще одного чеченца, выдадут, уже внесли список преступников. Это большое оскорбление, между прочим, для тех чеченцев, даже если их не выдадут, да, для тех чеченцев, которые пытаются всячески соблюдать договор, который они пришли туда. И Муслим рассказывает, 7 лет с базы, они там не очень хорошие базы, они оттуда не вылазят. И вот такая ситуация, вроде бы, да, можно обидеться, хлопнуть дверью и уйти. Но враг остается врагом, война не закончилась, и я бы, конечно, посоветовал ни в коем случае не уезжать. И вот почему. Потому что именно этого добиваются враги. Именно этого. Мы, чеченцы, очень недоверчиво относимся к закону. Так как мы долгое время находились под советской оккупацией, и там у нас были параллельные свои правовые структуры, где мы решали какие-нибудь вопросы между собой. Даже у нас, у чеченцев, считается обратиться в суд или написать заявление в полицию, это ниже человеческого достоинства. Так как, многие не понимают, почему это так считается, так как это оккупационный суд. Нам не зазорно, чеченцам, пойти в шариатский суд. Это то же самое, тот же суд. Да? Это так называемый шариатский суд, когда чеченские образованные люди в области ислама, в области юриспруденции исламской, умные люди, мудрые люди разбирают какие-нибудь вопросы. А это может быть там угон машины, кража коровы, вплоть до убийства. Это все разбиралось на нашем суде. И это не считается зазорным. Мы уважаем судебную систему, мы уже уважаем правовую систему. Мы не уважаем оккупационную судебную систему, которую никто и не соблюдает. Сами русские не уважали, советские не уважали свою судебную систему. Она продается, покупается, мы все это прекрасно знаем. И то же самое сейчас произошло в Украине с чеченцами, которые никуда не лезли, не писали никаких заявлений и чисто воевали. Это военные люди, которые пришли помогать украинцам, которые ранее пришли к нам на помощь. И как сказал Муслим Чеберлоевский, за все это время ни одного украинца не продали и не предали чеченцы. Наоборот, этим украинцам дали медали, их наградили, погибшим, в честь погибших назвали улицы украинцев. И наше ичкерийское правительство после Первой русско-чеченской войны назначило пособие детям погибших украинцев в Чеченской Республике. Вот такая вот была ситуация. И вот та правовая система, которую сейчас придется, хотят Муслим Чеберлоевский и его товарищи или не хотят, им придется, если они не уедут, им придется теперь с войны переключиться на правовое противостояние. И это не так, что
по-легкому. Нет, это очень серьезно, это очень трудная, кропотливая, трудная работа. Без сомнения, может, кому-то кажется, что там писать и защищаться там в суде или нападать в суде, это легко. Нет, это очень трудная, очень тонкая, ювелирная, профессиональная работа, которую придется делать нашим бойцам, которые находятся в Украине. Если они, конечно, не уедут оттуда. Я надеюсь, не уедут. Не уедут, а наоборот включатся в эту борьбу, изучат эту борьбу. Я готов, я им это уже говорил, готов всячески тоже оказать свою помощь. Нужно получить гражданство, это первое, что нужно сделать. Второе, нужно получить все льготы, которые имеются для всех защитников Украины. Для этого, конечно же, нужно будет вступить в ВСУ или в Народной армии, они Украины состоят, которым командует Ярыш. И в этом плане борьба перешла теперь в правовое поле. Русские террористы, которые подсунули этот список Владимиру Зеленскому, конечно же, не отстанут. Будут взрывать, убивать, пытаться всячески дискредитировать. Ведь и так ведь пытаются дискредитировать. Но это очень хороший повод. Это очень отличный повод, который сами русские дали. Такой мотиватор, хороший стимул для чеченцев, которые в Украине, чтобы открыто, честно начать сражаться уже в суде, а не на передовой. Будем очень надеяться, что все хорошо завершится. Вижу, какая поддержка идет со стороны украинских патриотов, украинцы, которые непосредственно заняты делом, которых слово имеет значение. Очень поддерживают. Огромная благодарность от меня тоже. Муслим высказывал свою благодарность, и я тоже ее высказываю от себя лично. Ну вот, как-то так. Как-то так. Давайте почитаю ваши комментарии и посмотрим. Продолжим наш эфир. Сейчас, одну минутку. Мне нужно ответить. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Асан Керимов, если они теперь будут передвигаться по одной или по одной, их будут ловить поодиночке, русня ФСБ. Так. Так. Исаак Шмулевич, тебя спрашивают, в каком ты штате и так далее. Я прошу всех, напоминаю еще раз, наш канал постоянно находится под атакой, под контролем. Все, кто мне пишут, вас всех, о вас пытаются выяснить. Не говорите, где вы находитесь, не говорите любую, какую-либо другую информацию, которая вас хоть как-то может идентифицировать, как-то вас определить. Ваша безопасность, ваша рука, друзья. Пожалуйста, не пишите здесь, я буду удалять комментарии, которые как-то вас выдают, да. Не пишите телефоны, тем более, и так далее. Давайте почитаем. Рима Карабут, я Денана. Пойдете защищать наших побратимов, не забудьте меня позвать, я пойду с вами.
Я бойцов батальона Шейх Мансура видела на передовой и восхищаюсь им. Дейнана — это бабушка, значит. Спасибо большое, Рима. Большое вам спасибо за поддержку. Так. Караван. Зеленский сознательно подписывает такие законы, выгодные Кремлю. Давайте не будем спешить с выводами, так как мы должны понимать, что президент — это не какая-нибудь маленькая должность, да? Даже директору можно подсунуть какому-нибудь среднего какого-нибудь заводика документ, который он может, не вникаясь, подписать. Тем более, если идет список из 400, 500, там, 600 фамилий в этом списке, там, воры, бандиты и так далее. И сейчас обвинять Зеленского, мне кажется, не совсем верно. Да, Зеленский виноват в том, что он подписал, но он не виноват в том, что если ему кто-то подсунул. Я очень надеюсь, что Зеленский разберется, выяснит, кто ему положил на стол этот список, и привлечет к ответственности этих лиц. Первое, что нужно сделать, вот я посоветовал бы батальону Шейх Мансура не останавливаться. Вот сейчас нет, вас не тронут. Не верьте словам. Дуашумаячун. Кир тяязин дочдек. Дуйтигат анна чутадачун. Не верьте словам. Должно быть написано на бумаге. Раз. И этого даже в этой ситуации вы находитесь на войне, и вас со всех сторон пытаются уколоть, клюнуть, как только могут. Нужно получить документы, нужно писать жалобы, заявления, привлекать всех, кого только возможно, чтобы выяснить, кто внес список чеченцев. Владимир Зеленский, если он не в курсе, должен этих людей привлечь к ответственности. Это стопроцентная провокация против защитников и против Украины. Соответственно, эти люди являются или продажными, что во время военного положения является тягчайшим преступлением, продаться врагу, предательство. Либо идейные предатели, которые то же самое заслуживают сурового наказания. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно выставить требования к прокуратуре генеральной, к власти Украины, чтобы немедленно начался процесс по обмену Тимура Тумгоева и второго чеченца, которого выдали через Молдову, для того, чтобы их вернуть в Украину. Вот. Нужно поставить это требование. Конечно же, и одновременно нужно всячески заручиться поддержкой правозащитников. В первую очередь это должны быть украинские правозащитники, они у вас есть, я видел. И очень важно заручиться поддержкой международных правозащитных организаций. Нужно им писать, нужно привлекать международную общественность, нужно писать в Европейский суд по правам человека. Сегодня, когда Украина, в отличие от России, стремится в Европу, всячески пытается показать себя правильной, соблюдающей международное право, такой вопиющий факт нарушения международного права, всех мыслимых норм, этики, морали, закона, Украина должна в этом плане пойти навстречу. Я считаю, что украинские власти должны извиниться перед батальоном Шейха Мансура, перед всеми патриотами, которых они сейчас отвлекли. Да? Сегодня у них вот эти дни муслимы у нас все время на экране. Это говорит о том, что он не у себя на базе, не на передовой в Мариуполе. Вот бойцы, которые пишут, скорее всего, это те самые бойцы, которыми муслим знаком или вместе с ним они сражаются, защищают Украину. Отвлечение идет, обычное отвлечение. И это большая диверсия против
украинцев. Так. Давайте почитаю ваши комментарии. Файтер Израиль. Я так думаю, Муслиму надо бы предложить другим добровольцам Украине, грузинам, например, вот что все не украинцы высказать по этой ситуации. Публично высказались. Ну, эти люди, файтер, по идее, они сами должны это сделать. Конечно, если Муслим мне даст интервью, мы будем говорить, я это ему тоже скажу. Но эти люди сами должны делать. Ведь, знаете, у нас у чеченцев такая манера, ну, такое понятие, что вот мы не должны просить. Вот если происходит с другом какая-то беда, ты если просишь об этом друга, то ты уже его не считаешь своим другом. Ты его уже просишь. Друг должен чувствовать тебя, он сам вперед должен выбегать, он должен пулю первую получать. Так, вот такое у нас понятие. На самом деле оно есть, сохранилось вот среди вот таких людей, как Муслимы и многих других людей, но сейчас не очень лучшие представители, да, не самые лучшие представители чеченского народа мелькают там на российских телеэкранах, но при всем при этом у нас так. И они сами должны об этом говорить. Если ты его просишь об этом, то ну, это уже как-то, если ты не виноват, то и просить как-то, даже вот сейчас, да, мне кажется, ему, Муслиму немного неудобно даже оправдываться, мы там находились, там, мы это делали, мы то делали. А это и говорить нельзя. Это же вообще, это же государственная тайна Украины. Он не может говорить, чем он занимается, где он дислоцируется. Он все это уже вынужден сейчас говорить. Называются фамилии Идрисов, там, Салман, второй вот парень, которого еще фамилии там называются. 4 бойцов засветили. Открыто засветили. Может, кто-то им был известен, конечно, русским спецслужбам. Но вот теперь об этом знают теперь все. Об этих людях. Этим людям нужно менять документы, нужно выдавать паспорта на новые имена, потому что у этих людей дома родственники. Вы понимаете, что эти люди пришли защищать Украину. Я это обращаюсь вот к тем, кто устроил вот эту провокацию против батальона. И вообще всем людям я хочу донести. Грузины могут улететь обратно, да, даже оскорбительно, с мешком на голове, как это было сделано при Порошенко. И им там не грозит ничего. А у чеченцев не только им самим грозит, даже их родственникам грозит. Понимаете? Это другая ситуация. Это представьте, что вся Украина оккупирована, 15 миллионов или сколько, 10 миллионов, 15 миллионов украинцев убито. Представьте, какой урон, моральный, психологический урон для Украины. Вы можете представить? Несколько миллионов тогда погибло от Голодомора. 6 миллионов или 4 миллиона человек. Боюсь ошибиться. Это какой колоссальный урон. Это для психологически в памяти народа. Это огромная травма. И представьте, что это в 5 раз больше погибло украинцев. Вся Украина разрушена. Она лежит в руинах. Устанавливается какой-нибудь там Захарченко в качестве президента Украины, который делает все, что прикажет ему оккупант. Убивает всех патриотов, женщин, детей. Ну просто все вытворяется. И вот выезжает куда-нибудь украинец, в Чечню, например, или в Грузию воевать. И ему не вернуться нельзя, он все потерял. Там, дальние родственники есть у некоторых. У кого-то, может, и не дальние родственники есть. Всех вывести же нельзя, всех ты не можешь вывести. И эти люди могут пострадать. Скорее всего, пострадать. Мы это видим. Неоднократно это происходило. Но это очень печально. Очень грустно все это. Мне кажется, патриотам нужно брать власть в свои руки.
и готовиться к следующим выборам, которые скоро должны состояться. Сколько? Через год, через два они должны состояться. По-моему, в Украине на 4 года президент избирается, если не ошибаюсь. Это очень важно. Если вы сейчас, украинцы, не выберете себе настоящего патриота, который думает, который сидит в этих окопах, думает о тех, кто сидит в этих окопах, а не там раз в полгода там приехать, быстренько прошвырнуться, сделать фотку, селфи и уехать. Нет, должны быть другие люди во власти. И нас пугает, знаете, у нас была такая ситуация, когда у нас были выборы президента Чеченской Республики. Шамиль Басаев, который тоже баллотировался в президенты, его все очень чеченцы любили, все поддерживали его после первой русско-чеченской войны. Был у него очень большой, высокий рейтинг. Чеченцы не проголосовали за Басаева, потому что Россия пугала, что если вы выберете Басаева, что он террорист там, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, нужно было выбрать Басаева. Теперь я уже считаю так, что тогда нужно было выбрать все-таки Басаева, несмотря на что делает Россия. И еще одна большая ошибка, которую совершил Масхадов и наше руководство, это сразу же не начать расследование, международное расследование всех преступлений. Этих всех преступлений Украина должна уже сейчас все это делать, заниматься. Надо бить до тех пор, пока не победите. Другого выбора нет, с нами никто не играется. Они убивают наших женщин, наших детей, наших стариков. Они травят, они взрывают, они врут и врут все время. По-другому нельзя. Здесь, как говорил Джохар Дудаев, схлестнулись украинцы и чеченцы на непримиримых. Если Украина проиграет, вот все списки украинских патриотов у них есть. И никто от вас не избавится. Сейчас здесь, в Европе, убивают чеченцев за то, что они воевали против России. Хотя вроде бы уже столько времени прошло, здесь живут люди, да, тот же Зелимхан Хангашвили. И других будут убивать. И к чеченцам я обращаюсь, к ветеранам. У вас всех будут убивать русские террористы. Деньги выделены, это на годы, это вся жизнь занимается, пока существует эта Россия. Здесь вот такая вот ситуация. Или мы, или они. Вот какая вот ситуация. И я прекрасно осознавал, когда я вступал в ваши ряды, что можно остаться в стороне и как бы переждать это все. Вы же и так, многие уже здесь, я уже к чеченцам обращаюсь, вы же здесь сидите в Европе, заслуженные, на самом деле герои, сидите и ничего не делаете, как Муслим Чеберлоевский, информационно ничего не делал. Ведь информационно это иногда важнее даже военной составляющей. И всех будут убивать, всех, ни одного они не простят. Это зверье, которое не имеет ни сострадания, ни милосердия, ни прощения, ничего этого вообще в принципе у них нет. И то же самое будет с украинцами, с украинскими патриотами. Никогда они нас не простят. Ни нас, ни вас, никого. Пока Россия не будет уничтожена, как государственное образование, нету шансов. Нету шансов жить спокойно ни казахам, ни странам Балтии, ни белорусам, ни украинцам, ни грузинам. Никому нету жизни не будет. Понимаете? Только так, полное разделение России. А что делает Украина по этому поводу? Что сделали украинцы вот за эти 7 лет войны? Я лично писал в Раду документ признать геноцид 1944 года.
Есть резолюция Европарламента 2004 года по этому поводу. Это указанием номером этой резолюции, с текстом из этой резолюции. Мы писали в Раду. Тишина. Не говоря уже о сегодняшнем дне, даже 44-й год не признали. Даже не подняли этот вопрос на рассмотрение. Чем там занимаются? Воруют. Я со всей ответственностью могу сказать по той информации, которую я получаю от украинцев, по той информации, которую я сам лично наблюдал, когда был в Украине, в Киеве. Я общался с человеком, который относился, не знаю, кем он там был, может, посредником был, решалой каким-то был, из комитета по коррупции, по борьбе с коррупцией. Так этот человек мне предлагал коррупционную схему. Понимаете? Вот так коррупция. Коррупция, вот патриоты впереди на передовой, а страна разграбляется. Именно поэтому Америка тормозит со своей поддержкой, где-то там не выдает деньги, где-то что-то как-то останавливается. Потому что непрозрачно все. Ведь патриоту, который сидит в окопе, там, на передовой, ему деньги не нужны. Нужны тем хапугам, которые сидят в Киеве там, или не на оккупированных территориях. Это большая проблема, которую украинцам хотят они построить государство. Одной войной украинцы вы не решите. Одной войной без информационного прикрытия, без решения коррупционной проблемы вы не решите. Вас победит Путин. Потому что это как в казино, у них ресурс больше. Больше, чем у вас. Да, сейчас Америка поддерживает. Но в любой момент американцы, если как русские могут это подстроить, американцы скажут, ну извините, ребят, вы не справляетесь. Вот приблизительно, как сейчас происходит с Грузией. Америка, она не лезет. Она, если ты делаешь, она помогает. И борешься с коррупцией, помогает. Воюешь за правое дело, помогает. А так дело не пойдет. Ведь страну можно потерять. У меня лично на вас вся надежда. На вас, на себя, на нас. Но в том, что с Украины взойдет солнце свободы. Я в это верю. Я поэтому перешел на сторону смертников, фактически. Потому что кто-то думает, что он спрятался, тихо, мирно живет, поменял документы и там поменял имя, его там не найдут. Рано или поздно кого-нибудь найдут. Рано или поздно установят. Когда они устанавливают данные, они сразу не говорят вам об этом. Они занимаются более первоочередными какими-то своими целями. Потом доходит очередь до вас. И так нас будут здесь убивать. А как по-другому и с ними по-другому? Никак, вообще никак. То же самое и Чеченской республике, когда я тут Украину обвиняю, то же самое я могу сказать про Чеченскую. У нас тоже была коррупция. У нас положение было намного хуже, чем у вас, украинцы. Наша территория была вся оккупирована. Мы потеряли, вся республика была в руинах. Никакой экономики, никакого просвета, полная блокада, агентура, зрада, предательство, сплошь и рядом, подкуп, шантаж и так далее. Ведь на самом деле те, кто реально воевали против России, они не обогатились ни на чем, а вот рекламные вокруг кто ходили. Вот я, когда приехал сюда, в Европу, я начал искать реальных пацанов, как говорится. Так вот, реально здесь очень мало. И они вообще никуда пытаются не идти. Вот несколько человек, которых вот, публично известны. Остальные все сидят, а другие, которые вот, мы видим, которых тут тоже, кстати, не так много, но внутри чеченского вот этого общества, и европейского,
они очень заметны. Они ничего не делали. Ничего полезного для Чеченской Республики. Они вокруг этой войны ходили. И таких людей всегда во всех войнах бывает. Вот такая вот сложная ситуация. Сегодня, знаете, есть такой профессор Пол Гоббл. Сегодня сложилась вот такая ситуация. У меня на канале есть его интервью. Я с ним несколько раз разговаривал. Очень мудрый, очень опытный политик, профессор. Вот этот человек сказал как-то в одном из интервью мне, что плохо, что мы не стали поддерживать чеченцев. Да, поддерживали. Американцы, Запад поддерживал, арабские страны, весь мир поддерживал. Правое дело всегда найдется, кто поддержит. Но не до конца. Не до конца. И это было связано с тем, что были в 2001 году взрывы, в сентябре взрывы домов в Америке. Ну и так далее. Это уже другая история. Так вот, Пол Гоббл сказал, чеченцы выполняли функцию канарейки в угольной шахте, когда это такое предупреждение о газе, о метане, да, который появляется в угольной шахте. И на нас не обратили тогда внимания. Нам дали умереть, нас дали убить. Нас дали перемолоть просто. Украинцы вас тоже дадут перемолоть. И вот сегодня чеченцы, батальон шейха Мансура выполняет ту же самую функцию, является канарейкой в угольной шахте. Как только вы сдадите этих чеченцев, знаете, конец, обратный отчет уже начался. Дело за концом уже дело не станет. Потому что это убьет дух и патриотов, которые сражаются, на самом деле сражаются, не вокруг, которые тусуются, да, которые там делают вид, что они воюют. Настоящих, которых мало, но они и являются главными врагами Путина, главными врагами империи фашистской. Их немного, но их достаточно, чтобы вот этот вопрос русские не могли решить в свою пользу. И я абсолютно убежден, я уверен, я надеюсь на это очень сильно, что Украина выстоит благодаря этим людям. Мы все будем помогать, мы все поможем, чем сможем. И это убьет дух вот этой небольшой группы, относительно небольшой группы, которые сражаются, им помогают. Это такая элита, это есть настоящая элита Украины. Они, может быть, грязные, они, может быть, там немытые, небогатые, может быть, да, мерседесов у них нет. Но это и есть настоящая сливки, элита украинского общества. Это убьет еще всех остальных, всех вокруг, кто в случае, когда русские опять вторгнутся, они же на границе стоят, они никуда не ушли, они не собираются уходить оттуда. Они в любой момент войдут. И кто пойдет на помощь после того, как вот поступили с Тумгоевым, с другими, вот сейчас внесли, но это же специально делается, чтобы отбить наш дух, наше желание. Ведь мы помним в 2014 году, какой был подъем. Проходит время, люди успокаиваются, люди обустраиваются, привыкают. А тем временем привыкают к войне, то есть к этой несправедливости. Меняется вот эта планка: справедливость, несправедливость, жизнь, смерть. Это все меняется, когда начинается война. И украинцы уже прекрасно это уже понимают. Кто не видел войну, тот этого не понимает. Пройдет время, еще какое-то время. В это самое время Украина не признает геноцид 1944 года, не признает чеченские паспорта, не признает Чеченскую республику Ичкерия, еще много чего не делает Украина, официальная власть.
Зато русские делают. Меняют Суркова на Козака, меняют это, агентура, вкладываются огромные деньги, вбухиваются огромные деньги на подкуп, на шантаж, на убийство и так далее, и так далее. Вы все это знаете лучше меня. И что? Если украинцы только воюют, а сзади тыл, в Раде сидят предатели, или полезные идиоты, или агенты влияния, то этого недостаточно. Если каналы Медведчука закрыли только через 7 лет, о чем говорить вообще? Я не знаю, для чего ее закрыли. Может, как говорит Гарри Табах, для того, чтобы потом можно было в Европейском суде с нарушениями закрыли. В Европейском суде обжаловать это решение и уже на законных основаниях, на законных решениях Международного Европейского суда открыть их заново? Не знаю, не знаю. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии. Так. Чеченский след Рязанский сахар. Да, наблюдали, как в Древнем Риме Колизей, гладиаторский бой, Россия против Ичкерии. Идущий на смерть приветствует тебя. Да? Уа, не надо таких пожеланий Украине. Я ничего плохого не желаю Украине. Видит Бог. Салан працює Фейсбук видео про Ичкерию. Фома Вдуев, блогер, таким собакам, блогерам заблокировал дебилы. Так я не понимаю. Салан працює Фейсбук видео про Ичкерию. Они убивают лучших представителей нации. Мистер Колобок. Да, абсолютно верно. Шмулет так. Весь интеллектуальный потенциал народа. Да, это верно. Ну, знаете, есть в спорте, особенно в легкой атлетике, такое, да, как второе дыхание. Да, и мне кажется, украинцам вот на этом основании и Муслиму придется приложить, и батальону шейха Мансура придется приложить усилия и открыть второе дыхание Украины. Вывести людей на митинг, чтобы как можно больше людей вышло. И по всем фронтам, днем и ночью, по всем каналам говорить, доносить информацию, давать интервью. Всем украинским патриотам нужно, чтобы их приглашали разделить время, которое специально для тех, кто на фронте. Давать им время. Это не значит, что вояка, воин, он всегда отличный политик или отличный оратор. Нет. И это тоже опасно, чревато, когда чисто военным все это достанется. Но среди украинцев есть политики, именно защитников, среди патриотов есть защитники, которые на передовой были и находятся, и помогают, и разделяют участь всех, кто сейчас сражается. Вот эти люди должны о себе заявить, и надо об этом говорить. И самое верное, да, как канарейка в угольной шахте, самое верное сейчас сделать акцент на чеченцах, на этом батальоне. И если украинцы не привлекут к ответственности, и Зеленский не снимет с должности, а это 100% преступление, ведь санкции же не могут применяться против человека, который находится у тебя на войне. Если он виноват, он полностью в твоей юрисдикции, накажи его. Об этом говорит Муслим, говорит, накажите нас, если мы виноваты, давайте в законном порядке в суде решим, виноват или нет. Один из бойцов обвиняется про 100% фальсификация. 100%. Его выпустили, дело закрыли. Приостановили дело. Проходит время,
Та следователь, начальник следственного отдела, да, который занимался делом Сайнароева, Салмана, переводится куда-то или снимается с должности после того, как Салмана выпустили. И я забыл ее фамилию, ее можно будет уточнить. И Салмана никто не трогает. Это тот Салман, которого обвиняют в каком-то там тяжком преступлении, но до этого он никак нигде не проходил. К нему ворвалась полиция, разбили ему нос, взяли, дали ваточку, чтобы кровь убрать. И потом появляется ДНК, кровь где-то на подоконнике. Как потом? И год человека держит, его вытаскивают с войны и сажают в тюрьму. Это не преступление? Тумгоева вызвали, и по нему было решение не выдавать европейского ООН, по-моему, не помню сейчас, чтобы не ошибиться, что какая-то международная организация, институт какой-то международный, не выдавать его вызывают, задерживают, и ночью, в течение ночи, утром быстро его отправляют в Москву, пока за ним никто не пришел. Вы представляете, что это было? То же самое вот с Салманом происходит. Он сидит год, его выпускают, он идет домой, живет себе, не прячется, не скрывается, открыто живет. Все. Я ему задаю вопрос: а ты написал заявление на этого начальника следствия, женщину эту? Он говорит: нет. Когда я хотел написать заявление, мне сказали, говорит, раз это так замяли, они поняли свою ошибку, давай не будем усугублять. И благородный человек берет просто и прощает. Раз разобрались, и все, он год в тюрьме провел. Но из-за того, что идет война, он прощает. Потому что ему сейчас не до этого. И он боится нанести урон Украине. Потому что он пришел жизнь отдать вместе со своими побратимами за Украину. И он мне пишет заявление. В противном случае, если это было в мирное время, конечно бы он написал бы. И вот потом этот следователь, начальник следствия, возвращается, и дело снова возобновляется против Салмана. И все, и теперь он как совершишь тяжкое преступление. Хорошо, обвиняете? Докажите. Ну зачем отправлять ФСБ, Россию на пытки и смерть? Да гуманнее будет убить Салмана там в Украине, чем отправлять туда. Вы не представляете, через какие пытки он пройдет там. Он будет молить Бога умереть, когда он там окажется. Вы это понимаете? Физические и моральные страдания, которые будут перенесены. И заново начинается, вот он преступник. Второй случай. Пистолет нашли у одного из бойцов. По моим данным, это оружие наградное, которое нужно было доставить на передовую, там кому-то что-то вручить. Пистолет. По-моему, пистолет, я не знаю точно. И это не ограбление, не грабеж, ничего. Эти люди находятся на войне, их убивают, их взрывают. Помните, одного чеченца взорвали в Киеве, второго там убили, на Адама Амину покушались, Амину потом снова покушались, убили. Сколько украинцев погибло? Много очень, командиров даже убито. Им что, без оружия ходить? Да полиция, когда эти люди возвращаются с зоны АТО, где в мирное время, патруль полиции должен их всегда сопровождать, их охранять. Если они не на передовой, эти полицейские, то они должны защищать своих защитников, а не бегать за ними, обыскивать, находить у них наградной пистолет, чтобы потом обвинить в преступлении. Ну хорошо, допустим, нашли пистолет, судите. Судите. И все, какие вопросы вообще? Зачем это делается? Кроме как это делается для того, чтобы навредить Украине и сделать то, что нужно России. Это очень большая, сложная задача, которую, несомненно, придется патриотам Украины решить.
И мы всячески, конечно, будем помогать в этом. Как-то так. Как-то так. Давайте опять почитаем ваши комментарии. Маждада, тут гнобить никого не надо. Это не канал разведенных. Исаак все говорит по делу. Так, чеченский лед, Рязанский Сахат. Там мыши сидят, такие как Денисенко и тому подобное. А рядом с ней в 2015 сидит наш на пресс-конференции, который хотел 500 тысяч евро от кадыровцев. По словам Мамихана Умарова, как это понимать? Да, Елена Денисенко есть такая провокаторша. Это, говорят, она работает на СБУ. Но если бы она не работала на СБУ, то ее, конечно, должны были бы посадить. Но то, что она делает, это на пользу России. То, что она делает. Она работает на ФСБ. Вот. Это мое убеждение просто. Я в этом убежден. Она и меня называла там. Мне тут заходила, я просто ее проигнорировал, и она отстала от меня. Но она также на Ису Мунаева, на Адама Асмаева, на покойную Амину Акуеву, сейчас на батальон льет. Ну, кто-нибудь может ее остановить вообще? Есть вообще закон, есть какая-нибудь там порядок в Украине? Ну как это так? И таких Денисенков много на самом деле. Не нужно никаких олигархов в Украине. Олигархи должны отойти от власти. Они бизнесмены, не надо лезть. Должны прийти настоящие патриоты, ориентированные на Запад, на Соединенные Штаты Америки. И строить европейское, цивилизованное, без коррупции, страну, где соблюдаются права человека, уважаются конфессии, уважаются национальности. В этом плане Украина как народ это просто прекрасный европейский народ, с которыми я хотел бы иметь дело, я бы хотел бы с ними дружить, я бы хотел ездить к ним в гости, приглашать их к себе на Кавказ, в Чечению, показать русским, имперцам, то есть, какими мы были бы с ними, если бы они были бы к нам нормальными. Вот мы хотим вам, украинцы, показать, какими мы будем достойными друзьями, союзниками, товарищами. То, что никогда русские от нас не увидят. Да, есть кадыровцы или там предатели, это банда, одна банда кадыровцев, их там много, кокиевцы, кадыровцы, там ямадаевцы, их там много. ГРУ, ФСБ там, и так далее. Эти люди за деньги служат России. Уберите полностью денежную составляющую из отношений между русскими и оккупантами и коллаборантами. И вы увидите, как у них испортятся отношения. А мы хотим, как говорится, безвозмездно строить эти отношения. Только тогда они искренние и честные. Вот так мы хотели бы с вами строить отношения, дорогие наши украинцы. Призываю вас поддержать чеченцев, ваших защитников. Не выдавать никого, даже кто не входит ни в какой батальон. Да, есть агентура, есть информация, я знаю, что есть. Меня здесь в Германии, меня пытался вербовать человек, который ходит на все наши митинги, который входил в правительство Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, являлся заместителем являлся представителя Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева в Берлине, в Германии. Он мне говорил: давай добывай информацию об украинцах. Вот мы тебе машину, деньги там, и так далее, и так далее. Все мы сделаем. Интерес украинца, вот важно что. Он проявлял интерес к украинцам, потому что у меня очень много друзей украинцев.
и так далее, и так далее. Я об этом сразу же сообщил своим украинским друзьям и куда нужно. Об этом все знают, на канале есть видео. Подробно, с фотографиями я этого человека все рассказываю. Поэтому от вас не отстанут. И агентура есть среди чеченцев, к большому сожалению, да, я не собираюсь здесь чеченцев обелять и сказать, что чеченцы такие все пушистые и честные и порядочные. Нет, мы есть на одной стороне, на стороне, я считаю, добра и света. Они есть на стороне зла и тьмы, мглы. Вот как-то так. Как-то так. Так. Владимир Рабинович, чеченцы это самые лучшие друзья, но чеченцы страшные враги, Джахар Дудаев. Абсолютно верно, Владимир Рабинович. Абсолютно верно, да. Вы правильно процитировали. Ты правильно процитировал. Ну, почти дословно процитировал, но смысл точно. Джахара Дудаева. Так, расскажите, пожалуйста, что-нибудь о нефти, добываемой в Чечне. Ну, это тайна за 7 печатями. Да? Об этом не принято писать журналистам, об этом не принято говорить. Но нефть всегда в Чечне была, имеется в виду со времен Советского Союза, еще ее англичане до Советского Союза еще ее там нашли. И Россия, советская Россия, потом демократическая так называемая Россия, выкачивает нефть. Сейчас нефтью занимается Роснефть, которая принадлежит Путину. Занимается и Сечин. Банки у нас в оккупированной нашей территории. Сбербанк, Россельхозбанк, это Патрушев, и это его банк. И вот грабится, Чечня грабится, вывозится огромное количество. То, что мы сейчас получаем, нам какие-то там дотации, там что-то там как-то дается, это 10% от налогов. Можете представить? Вот нефть, Роснефть вывозит из Чеченской Республики, а сама Роснефть зарегистрирована в Москве. Соответственно, Роснефть платит налоги в Москве, Московскую налоговую инспекцию. И от этих налогов 10% не прибыль, не все остальное, только от налогов 10%. Это то, что достается, это в лучшем случае 10%, может быть еще меньше, достается Чечне, Чеченской Республике. А представьте, если бы эта вся нефть была бы наша, и мы жили бы себе и припеваючи, и русские к нам не лезли бы. Сейчас одну минутку, извините. Как-то так. Я не знаю всех тонкостей, какие есть, но знаю, что нас грабят. Бесщадно, беспощадно нас грабят. Власти Украины выдают, а на России нет. Да, абсолютно верно. Это тоже, да, вот мы на стороне света и добра. Мы так считаем, мы так говорим. Я в этом уверен. Я уверен абсолютно в этом. И Россия не выдает. Представьте, в каком положении мы находимся. Это какой позор, какое пятно на нас всех. Как это так получилось? Русские будут, мне будут говорить, я знаю. Да вас выдают, вы что за украинцев топите? Хотя плевал я, что они будут говорить. Но я имею в виду, кто будет нас со злобой в этом обвинять. А так, если нормально скажут, это факт. Факт, к большому сожалению. И русские не выдают, испанцев не выдают, которые воюют в террористической банде ДНР, ЛНР. Там немцев с гражданством немецким, русских не выдают и так далее.
а Украина выдает. Так. Как найти? И Дыркин понимает, что грабят, но лишь из-за личной власти наплевательски относится к этому. Лишь за личную власть наплевать. Но, а Дыркин тоже имеет долю. По-моему, там какую-то вышку или одну скважину Кадырову дали, по-моему. Кадырову, Демирхана, я помню, тоже там за что-то там, видимо. Не помню я за что. Была такая информация, сейчас не знаю точно. Как знаете, я знаешь, что видел недавно комментарий, где с этим с Близовым ты там переписываешься, и он тебе ставит в укор, что я не читаю твои комментарии. И потом я случайно натыкаюсь на твой комментарий, где ты мне вот так в чате спрашиваешь, почему ты пропускаешь мои комментарии. Так вот, он читает комментарий и видит, что тебя задевает, что я не прочитал твои комментарии, а я это делаю неумышленно, только там, да, пытаюсь ни один вопрос не пропустить, когда я что-то говорю, потом пропускать приходится. Пытается тебя задеть этим, поддеть тебя. Хитрец, короче говоря, хитрец. Вот такое совпадение было. Я увидел и удивился, думаю. А я не видел, что ты мне это говорил. Или видел, но уже не помню об этом. Вот напоминает. Вот так что я тебя прочитал, как найти. Хамзат Гилаев, припеваючи и запеваючи осла. Да, запеваючи. Точно. Чеченцы один из самых храбрых народов. Очень уважаю мира. Очень уважает народ. Спасибо, Виктор Маркович. Спасибо. Так, Файтер, я твой не буду читать. Каждый 200 русский. Так. Аслан, завтра на стриме с украинцами будет тема насчет этих санкций. Да, будет, но вот у меня вопрос, могу ли я завтра просто с ними провести. Сегодня мы должны были провести большой стрим с украинской спилкой блогеров. Мы уже договорились еще в пятницу или в субботу. В пятницу, по-моему, договаривались. Но в связи с тем, что наши блогеры были в одном посольстве, и их посол задержал, и они не смогли собраться, и вот у нас, и мне пришлось откладывать, они мне писали, что не успевают, и пришлось отложить, а завтра, наверное, у меня может не получиться с ними провести этот стрим. А без меня им будет не очень интересно эту тему обсуждать. Посмотрим. Чинхо, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Чинхо. Машуаль. Аслан, грузинских бойцов тоже депортировали из Украины. Заза Мджидашвили. Да, Заза, я об этом говорил только что. К большому сожалению, да. Единственный плюс, что в Грузии их не ждали пыточные камеры. Про вас, кстати, репортаж делали на ЧГТРК Грозно, Игра престолов, Юра Ичкерийцев. Юра Ичкери. Плевал я то, что они там делают. Так. Русские выдадут кого угодно, лишь цена вопроса. За деньги выдадут и родных. Но я пока не видел, чтобы русские выдавали. Каким бы они ни были, русские не выдают своих и своих союзников. Не помню случая, что выдали. Вот как раз об этом говорит Тарья Турунен. Выдали как так открыто кого-то. Так. Дайте, что-то Купер тут хочет написать. Беларусь полностью под колпаком России. Все зло идет из России. Россия международный рассадник терроризма на государственном уровне, поддерживая и финансируя все диктаторские режимы в мире.
Маждада, затронь тему о рашке с любым кавказцем, сразу США, англосаксы, евреи, инопланетяне, Рокфеллеры, Ротвейлеры, масоны, кальсоны, анануки, только не Россия, не. Да-да. Они сразу говорят, а вот индейцы, они вот тут убивают целый народ, на их глазах все это происходит, а они говорят, ну нет, нет, вспомните про евреев, а вон там негров там линчевали когда-то, там еще что-то. Чеченский след. Так, почему Украина думает, что ей... Как найти? Аслан, ты не представляешь, какой я прожженный. Я все вижу, я все понимаю. То, что вижу и читаю, и хорошо понимаю подтексты. Так что все норм. Я знаю, что ты делаешь важное дело. Да. Ну, важным, да, ЦРР. Делаем, что можем. Интересно будет встреча Байдена и Путина. Что думаете о сам по этой встрече? Зазам Чудашвили. Я считаю, что Байдену категорически, ни в коем случае, не только нельзя было встречаться с Путиным, даже говорить о том, что будет встречаться с ним, нельзя было. Говорить. Назвав его убийцей, потом с ним встречаться. Ну, это куда это годится? Я не верю, что американский президент не понимает кухню русскую. Что если Путин поддерживает, если и Байден встречается, президент Америки встречается с Путиным, то это делает, поднимает рейтинг Путина, да, его делает, ну, президентом его делает. На самом деле это колоссальная сама встреча, колоссальный урон, который наносит Байден. Это мое мнение. Не знаю, что там будет. Я не знаю, о чем они будут договариваться. Я не знаю, может, какие-то личные у них какие-то встречи, может, просто поболтать хотят два старика. Не знаю я, что они там будут делать. Но я знаю то, что сама даже назначить эту встречу, это колоссальный урон по всем. Не то, что Навального там не сказали про Навального. Навальный это фигня из-под ногтей. Колоссальный урон, то, что просто я с ним встречу сказал. Вот это удар. По всем нам это удар, который сделал Байден. Просто и сказал, что я встречусь. Но когда он сказал встречусь, он сразу ввел санкции. Сразу же. И очень надеюсь, что они все сделают грамотно. И я верю вообще в Америку. Может быть, какой-то хитро задуманный план у Байдена, у американцев, у их спецслужб. Я очень надеюсь на американский Сенат, на американских силовиков, на президента. Я очень надеюсь, что они не будут заигрывать. И, как говорит Байден, они вернутся на стезю защиты прав человека, от которого, мне кажется, уже весь мир уже отошел. Уже это такая прикрытие такое. Нет, так не пойдет. Права человека, Америка, и Запад, Европа стали такими великими, уважаемыми, потому что они на самом деле соблюдали эти права человека. Потому что на самом деле серьезно относились к этому. К большому сожалению, новые политики уже начали как использовать, как инструмент пользоваться этими правами человека. Нет, это неправильно. Права человека, как только на самом деле отойдут от этого, от соблюдения прав человека, от этих ценностей общечеловеческих, то это будет на самом деле загнивание Запада, о котором нам сколько 70 лет трубил Советский Союз. Я очень надеюсь, что они вернутся к этому. Украинцы не понимают, что это атака не на чеченский батальон, а на всех этнических украинцев. Это на всех защитников Украины, на всех патриотов Украины эта атака.
Так, Иранвиль. Аслан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Еще за час до начала реалити я оставил комментарий по поводу этой ситуации в Украине. Я не вижу своих комментариев. Ты их удалил? Нет, Айран. Я не удалял твой комментарий. Мои комментарии, когда я вам пишу ответ, мои комментарии пропадают. Не удалял я. И есть такая вещь, как на рассмотрение некоторые комментарии, когда матом там какие-нибудь там нехорошие слова люди говорят, или ссылка, когда бывает. Некоторые уходят на рассмотрение в отдельную рубрику. И я там не нахожу ваши комментарии, и свои тоже пропадают. На мой канал постоянно идет атака. Вот если я об этом не говорю, это не значит, что она прекращается. Каждый день списываются. Каждый день. В последнее время, вот когда я начал говорить про батальон шейха Мансура, больше, мне кажется, больше начало списываться. Добавляться стало больше, потому что я вижу, что украинцы начали добавляться. И списываться тоже стали. И они вот постоянно поддерживают баланс. Вот. Сколько у меня добавилось, столько же снимают. Это делается для того, чтобы показать мне, вам, что канал не развивается, он неинтересно, но эта тема уже там неинтересна, и люди начинают терять интерес. Когда канал развивается, о, смотрите, у него развивается, значит, всем интересно, такой стадный, можно сказать, инстинкт у людей появляется, и больше и больше добавляется, как снежный ком. А здесь же делается потихоньку, потому что если резко завалить, они резко могут мой канал завалить, они могут всех убрать, моих подписчиков, без сомнения, но это вызовет проблему, я это зафиксирую, напишу, YouTube как-то должен будет отреагировать и так далее, и так далее. И они делают это потихонечку. И вот, наверное, мой настрой сбить им не удастся, но там подписчиков, там еще как-то они что-то делают. Не прекращается атака на мой канал. Кстати говоря, против меня завели несколько, уже есть дел, уголовных дел есть, еще есть дела, есть решение суда, я узнал по этому поводу, и скоро меня подадут, наверное, по линии Интерпола, чтобы я не смог перемещаться по Европе, там, чтобы я не смог полететь в Америку или еще что-то сделать, чтобы если меня кто-то остановит, проверит, там, в Интерполе задержать. Ну, меня, конечно, отпустят, там, ну, могут продержать там месяц, 2, неделю, 2, могут продержать. Если это будет в Германии, конечно, меня даже не будут задерживать, но в другой стране Европы меня могут задержать. Поэтому работа против меня ведется не только на канале, не только они заказывают мое убийство, они еще и вот в юридическо-правовом направлении тоже работают. Но если бы меня не смотрела бы женская часть общества, я бы им один знак показал бы пальцем. Пойдемте дальше. Так что я, Иран, не удаляю комментарии. Твои я точно не удаляю. Я удаляю некоторые комментарии, я явную пропаганду удаляю, я явную оскорбление, это я всегда удаляю. Но я твои не удалял. Так, как найти? Асан, скажи честно, у тебя закрадывается мысль, что и тебя могут выдать? Мало ли, ради каких-то выгодных бонусов тебя сдаст Германия. Не то, чтобы она закрадывает. Я вообще об этом не думаю. Выдадут меня или не выдадут. Я знаю, что меня выдадут. Я полностью, ну, если они захотят, имеется в виду, я полностью нахожусь под их юрисдикцией. Я подчиняюсь закону Германии. И если ко мне зайдут полицейские и меня проведут, конечно, я буду привлекать внимание, и не так просто будет меня привлечь, как я являюсь руководителем правозащитной организации, и никогда не был замечен
нигде до выезда, да, никаких уголовных дел против меня не было, никогда претензий со стороны России ко мне никогда не было. Поэтому меня не так легко будет выдать, ну, не так, чтобы не очень так грубо, а так грубо в обмен на что-то, конечно, выдадут. Я об этом думал вначале, но сейчас я об этом не задумываюсь просто и все. Не задумываюсь, что они там дела на меня делают. Я вообще считаю, что это показатель моей работы. Если они возбуждают дело за слова, которые я говорю, за свободу слова, которая прописана в их вонючей конституции, незаконной конституции, которую уже ноги вытерли и все остальное. Я знаю, что они сделают все возможное, чтобы решить со мной этот вопрос. И я считаю, что я показываю результат. Если я что-то, если они так ополчились, если мой канал просто уничтожается просто, ну, всячески, как они могут. При всем при этом я постоянно пишу жалобы, я постоянно обжалую разные их решения. Ну, несмотря на это, продолжается, я считаю, что я делаю абсолютно правильно. Это, наоборот, вдохновляет меня. Я знаю, что я делаю правильное дело. Потому что все, что плохо фашистской, имперской России, это хорошо. Здесь все просто. А так выдадут. Я знаю одно. Пока есть у меня эти зубы, и меня не выдадут живым. Это я могу гарантировать. Живым я им не дамся. Да, мува. А если я умру, то я окажусь, я вот об этом задумывался. Если я умру, я окажусь рядом с Джохаром, с Асланом, с другими нашими. Ничего ж себе. Я и мечтать не мог, что я могу оказаться с ними в одном ряду. И я окажусь с ними в одном ряду. Аллах видит мои намерения. Так, давайте. А выдать могут, конечно, могут. Любого могут выдать. Так. Ярош команде Порошенко. А Порошенко выдавал чеченцев. Ярош пропагандист Порошенко, и у него нет силы от слова совсем. Не знаю я, файтер. У тебя обычно все объективно, взвешено, и ты очень информирован, так как ты имеешь связи с Украиной, ты сам с Украины, если я так понимаю. Но трудно, не хочется в это верить, и вообще не хочу в это даже влезать. Если есть международная защита, тоже могут выдать, говорит чеченский след, Рязанский Сахар. Абсолютно так. Несмотря, смотрите, есть международное право, там все, это все работает. Я верю в это международное право. Именно потому, что я верю в свободу слова. Именно потому, что я верю, что она в Германии, эта свобода слова есть. Я открыто, не подпольно говорю, заявляю то, что делаю. Но всегда есть исключения. У любого правила всегда есть исключения, подтверждающие это правило. Так вот, есть национальные интересы государства. И если национальные интересы будут Германии, будут касаться моей фамилии, то я вас уверяю, национальные интересы, не задумываясь, превалируют над моей личностью, над моей фамилией. И десятерых, и сотых, и тысячных, таких как я. Это мы должны понимать. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, что такое право, что такое международное право. При всем при этом я верю этому международному праву, я верю в международные институты, и я пытаюсь докричаться до общественности. Так что, конечно, могут. Конечно, это будет нарушение. Конечно, это будет вопиющий факт там, и так далее, и так далее. Но, в
вполне может произойти. И причем это может произойти молниеносно. Молниеносно. Так. Aslan delt ima doitili del leruelo. Эмин, del масу лердуэлой. Так. Так, правительство ни в чем не думает, только мониторят финпотоки, говорит Марат. Да, это большая проблема. Если не победить коррупцию, это хуже, чем Путин, эта коррупция, мне кажется. Так, и, друзья, я перемотаю опять. Файтер Израиль. Джамал Бачаев. Аслан, ты наивен. Ты, Джамал, ты очень наблюдателен. Так, Файтер Израиль. Аслан, я тебе все же познакомлю с человеком, который много лет знаком с Ярышем. Он тебе много интересного может рассказать. И не только про Ярыша. Договорились, Файтер. Исаак Шмулевич, Маждадов. Так, это не мне. Так, не мне. Чингисхан. Аляске живут американские эскимосы чукчи. Намного круче, чем русские чукчи. Русские чукчи, Чингисхан. Это просто, не хочу никого обидеть. Это жалкое зрелище. Я был в Ямало-Ненецком округе. Во-первых, их найти очень сложно. И я их искал, и немцев, ямальцев. И я сидел дома, и ко мне пришел мой друг и сказал: беги быстрее, в магазин пришли. И мы бежали смотреть на немцев. В этот мороз, они на снегоходах заехали там что-то в магазине купить. Это жалкое зрелище. Где Россия, там упадок, там все плохо. Просто сравните ГДР и ФРГ. Прошло уже сколько? 25-30 лет прошло, да, с момента развала. Да какой? 35 лет прошло уже. Соединение, да, развала Советского Союза, но соединение произошло чуть раньше Германии, двух Германий. Так вот, здесь до сих пор этот менталитет совковый у них остался. И этот совковый менталитет, он не тот даже, который был там в Советском Союзе. Это среди немцев он был. То же самое Северная Корея и Южная Корея. Примеры, да, таких примеров можно приводить просто огромное количество. Где Россия, там, вот поэтому нужно бежать, сломя голову от этой России. Не потому, что русские плохие. Опять же, кто-то подумает, я как-то говорил на чеченском языке, когда я по поводу Израиля, Палестины, Хамас, вот это все говорил, я на чеченском, я говорил русский. И я не имел в виду русских как русских, я имел в виду политических русских, я имел в виду не нормальных русских, нормальных людей, а имел в виду имперцев, фашистов. И всегда именно это я туда закладываю. И, к большому сожалению, таких большинство. Так, давайте перемотаем. Так, что вы думаете о СМИ и политика в России, открыто разжигающей ненависть к кавказцам, азиатам и другим народам РФ? Это обычная фашистская пропаганда, которая всегда была и остается, и будет, пока существует вот эта Россия, и пока не будут свободные, нормальные русские. И им, наверное, нужно будет переименоваться, потому что их так мало в этой среде, что они не могут, как мы, сказать там, кадыровцы на них. Они не могут, их кадыровцев 2-3%, предателей в целом там, может, 5% среди чеченского общества. В России все наоборот. 95% это имперцы, фашисты, людоеды. Даже если они сами этих людей не едят, они поддерживают эту людоедскую политику. А 5% это нормальные. И им, наверное, нужно будет как-то дистанцироваться, я не знаю, оккупировать Россию и
какую-то пропаганду им вести, да, заставляя их смотреть на все преступления, как когда-то на суде, и потом уже здесь, до сих пор даже, вот, включаешь немецкое телевидение, вот эти зверства нацистов здесь показываются. Вот эти зверства нужно 20-30 лет русским показывать. Что они делали в Чечне, что они делали в Грузии, что они делали в Сирии, в Украине, в подвалах пытают людей. Вот это все они должны увидеть, осознать, покаяться. А эта ненависть, она всегда была. Мы были первые. Потом появились таджики, узбеки. Ну, мы не первые, конечно, до нас были евреи, потом были еще. Но мы вот последнюю, вот мою жизнь я застал. Мы были одними из главных врагов российских пропагандонов. Осколи, где Раша, там трава не растет. Так, я опять перемотаю. Так, мы уже 1,5 часа говорим, друзья. Надо уже заканчивать, друзья. Мне, конечно, интересно отвечать на ваши вопросы. Хафиз Бадал. Асан, как оцениваешь войну Украины с поддержкой Турции против России? Я ее оцениваю очень положительно, только и нету этой поддержки Турции. Давно пора и Турции, и всем просто, всем помогать. Конечно, Украине должны помочь все. Вот, просто без исключения. Ни религии, ни национальности, ни раса не имеет значения. Ни богатый, ни бедный, не имеет. Все должны Украине помогать. Ну, мир такой, знаете, он очень двуличен, лицемерен, коварен. Знаете, ждут, пока отдерутся, чтобы поиметь с этого. Даже стравливают, чтобы поиметь, даже натравливают, чтобы поиметь с этого. Это тоже факт. Это тоже факт. К большому сожалению, такой мир, в таком мире мы живем. Так, Максим Аслан, в Украине есть воин, защитник и настоящий патриот Валерий Ананьев, Маркус. Мне кажется, что у вас был бы очень интересный совместный стрим. Да, я смотрел Ананьева, да, можно было бы пообщаться с ним. Так, нет рапсии, нет проблем. Коротко и ясно, Ури сказал. Так, смотрящий пользователь. Давайте я на этом закончу. Американцы не зря Марс осматривают. Видать, Россию хотят туда отправить всю. Дорого, очень дорого. Дорого. Так, Ананьев заблокировал чеченского следа. Так, боже, да. Где этот Ананьев, чеченский след? И Ананьев, это который плюнул этого пропагандона в лицо, да? Этому российского. Да, это он. Все, хорошо, друзья. Спасибо, Файтер, спасибо всем. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Как говорится, все вместе, все будет Ичкерия. Ассалам алейкум, адикёль маш оль. Ежели. Все будет Ичкерия, все будет хорошо. Спокойной ночи, до свидания.